Здравствуйте, абитуриенты и уважаемые родители! Меня зовут Валеева Эльвира Ангамовна. Я преподаватель специальности изобразительное искусство и черчение колледжа БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы. Сегодняшняя наша встреча посвящена вопросам организации, проведения и содержания вступительного испытания на нашу специальность. Итак, вступительное испытание будет проходить по рисунку. Начну с того, что это традиционный экзамен для многих учреждений, специализацией которой является изобразительное искусство. Экзамен будет проходить в очном, присутственном формате в мастерских колледжа. Продолжительность экзамена 4 часа. За это время вам нужно будет выполнить рисунок натюрморта из 3-4 предметов с обязательным включением гипсово-геометрического тела. Возможно, это будет куб, призма, в основании которой квадрат, реже шестигранная призма. Экзамен по рисунку предполагает работу простым карандашом, исключая работу красками. Что нужно будет принести с собой на экзамен? Во-первых, это формат А2, карандаши разной мягкости, ластик, вам понадобится малярный скотч и средства для заточки карандашей. Обязательно возьмите с собой паспорт, чтобы экзаменационная комиссия могла вас идентифицировать. На последующих слайдах вы можете ознакомиться с методическими рекомендациями для более успешного выполнения работы. Как вы видите, последовательность работы начинается с общей организации листа, далее идет конструктивное построение, и вы переходите к тональному решению постановки. По каким же требованиям будет оценивать вашу работу экзаменационная комиссия? Их не так много. Первое – это компоновка, композиционное решение натюрморта. Здесь комиссия будет смотреть на то, насколько вы владеете форматом, не слишком крупные ли вы взяли предметы, не тесно ли им на формате, или наоборот, они очень мелкие, и оставшееся свободное поле листа давит на предметы постановки. Конструктивное построение предполагает конструктивный анализ предметов постановки, их форму, пропорции, взаимоотношения в пространстве и друг с другом. Тональное решение – это светотеневая характеристика натюрморта. Здесь желательно справиться, передать объем предметов, возможно, материальность, направленность источника света, воздушную перспективу. И последнее – это общее эстетическое впечатление, культура исполнения, техника. В нашем колледже, как и во всем университете, существует 100-бальная система оценивания вступительных испытаний. С ней вы можете ознакомиться на текущем слайде. Если абитуриент максимально справился со всеми требованиями и поставленными задачами постановки, то, возможно, вам экзаменационная комиссия поставит от 100 до 85 баллов. Переводя это на более традиционную школьную пятибалльную систему, можете быть уверены, что вам поставили 5. Если же ваши баллы варьируются от 84 до 69, значит, у вас ряд незначительных нарушений, либо одна большая ошибка, но одна. Если же ошибок больше, слабое конструктивное построение, много ошибок в компоновке, такая слабое техническое решение, то ваши баллы будут варьироваться от 68 до 53. Это тройка. И ниже 52 баллов, значит, вы не справились с решением, с задачами, постановками, и, к сожалению, ваша работа не будет зачтена.
Вот на текущем слайде вам как раз представлена шкала перевода количества баллов в зачетную систему. Если ваши баллы будут от 100 до 53, значит вы получаете зачет. Ниже, к сожалению, ваша работа не будет зачтена. На последующих слайдах вам представлены примеры выполнения работ. Хочу акцентировать ваше внимание на композиционном решении, на то, как закомпонован формат. Обратите внимание на конструктивное построение. Конструктивное построение сквозное. Линии построения не убираются со всеми осями, с построением всех овалов. Это вот такие вот примеры работ. С информацией по поводу вступительных испытаний вы можете ознакомиться на сайте университета, вкладке «Колледж». Здесь на данном слайде вам очень хорошо все показано, ярко-желтыми стрелочками, где нужно будет искать данную информацию. И если после просмотра данного видео у вас остались вопросы или наоборот они у вас появились, вы можете их задать в очном формате во время очной консультации, которая будет проходить 11 августа за день до вступительных испытаний. Вот на данном слайде вам наша строка это нижняя, вам представлены адреса, даты и время вступительных испытаний. Вся информация, программа вступительного испытания по рисунку также находится на сайте университета в вкладке «Колледж». Можете более подробно познакомиться. Ну и здесь мы вам рекомендуем традиционно литературу. Это «Основы академического рисунка» Николая Ли и «Рисунок и живопись. Учебник для среднего профессионального образования». Галина Владимировна Козлова – это заведующий специальностью изобразительное искусство и черчение. Вот ее контакты представлены на данном слайде. Ну и также сайт университета, где вы можете с любой информацией ознакомиться. Жду вас на вступительных испытаниях. Удачи!